Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас, дорогие зрители, гости канала. Не забывайте подписываться, нажимайте на колокольчик и получайте уведомления о новых видео. Огромное спасибо вам заранее за ваши лайки, за ваши хорошие, добрые комментарии. Земной вам поклон. Огромное спасибо всем тем, кто делает донаты моему каналу. Мои дорогие, прошу за вас каждый день, чтобы Всевышний послал вам в 1000 миллион раз больше, чем вы помогаете моему каналу. Спасибо вам большое. Тема сегодняшней цыпочки звучит так. Главные события месяца. Какие перемены и возможности принесет вам сентябрь? Если тема вам интересна, посмотрите на песочек, подумайте о своей жизни, планах, мечтах, надеждах, мысленно, либо вслух, так и спросите. Какие перемены и возможности принесет мне сентябрь? Самые главные и важные события месяца. Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Давайте же-ка посмотрим, что нам расскажет и покажет песочек. Что у вас в сентябре? Так, самый главный рисунок — любовь у нас вышла. Видите, вот по чаше — это любовь. Так что сентябрь — это время любви, это время счастья, это время каких-то любовных переживаний. Давайте я буду читать прям с самого низа. Во-первых, тут у вас идет голова козла. Причем козла, который, у нас дьявол, да? Дьяволенок. Здесь победа над какими-то своими жизненными проблемами, обстоятельствами, комплексами, зажимами, шорами, избавление от чего-то, что вам реально очень мешало. И это то, что внутри вас сидело. Да? Это не внешнее, да, вот что кто-то на вас чего-то там наделал, а избавление внутреннего, то есть внутренний страх, внутреннее сомнение, внутреннее противоречие, закомплексованность, да, то есть вы избавляетесь от своего внутреннего дьявола, вы его прогоните наконец-таки, вздохнете полной грудью и пойдете в новое счастливое будущее, потому что он, я так понимаю, вам мешал, он вам мешал на построение счастливых отношений, он мешал вам на, скажем так, новую работу, на денежную работу, на реализацию себя, на коммуникацию в обществе. Понимаете, очень много каких-то вот прям давал вам неприятностей. Кстати, даже забота о здоровье тоже у вас через дьявола проходила. То есть где-то вы могли грешить вкусняшками, где-то вы могли забивать на свое здоровье, да, там, спасаться таблеточками, да, обезболивающим. То есть как-то вот вели себя маргинально, мои дорогие. И вот вы от этого дьявола просто избавляетесь. Вы избавляетесь от дьявола. И вы знаете, тут даже еще такой момент, я скажу, что кто занимается сейчас проработкой своих каких-то внутренних проблем в плане там чистки от негатива, в плане борьбы с насланным негативом, да, либо какой-то манипуляции, под которой вы долго присутствовали, находились вот под влиянием, да, то у вас тоже все получится, мои дорогие. Сентябрь, но это уже у вас будет, смотрите, конец сентября, вот прям последние вот капли негатива с вас уйдут. И вы себя действительно почувствуете абсолютно свободным, счастливым человеком. Очень хороший, вот видите, какой месяц. Он вам и дороги открывает на счастье, на любовь, и в то же время избавляет вас от всех видов негатива, и, скажем, и внушений, и насылов, и подкладов, и прочего-прочего. То есть все, что негативное у вас внутри происходило, и было на вас еще и наслано, все это от вас уходит. Просто замечательно. Смотрите, когда у нас уходит дьявол, что происходит у нас? У нас тут, вы видите, встают такие вот росточки. То есть два росточка, два дела, две возможности. Одно дело связано с какой-то дорогой, с поездкой, не знаю, там, приобретением, но где-то, не рядом, где-то, да, куда-то вы должны были ехать, отъезжать, приезжать, кто-то к вам, может быть, должен был приезжать. И все никак это не получалось, не складывалось. Наконец-таки это сложится. По вот этому башмаку вот этот росточек говорит о том, что у вас вот это дело пойдет в рост. Либо вы поедете, либо к вам приедут, причем дорога будет легкая, удачная, простая, веселая и доходная, понимаете, вот тут получится. И следующий росток у нас тут похож на такую уточку, да, курочку, вот она, видите, сидит такая, и она такая худенькая, да, вот это вот сидит она на этой веточке,
веточки, да, и все мечтает, когда же эта веточка станет деревом, чтобы она там гнездышко сделала и начала нести там, извините, золотые яички. Вот у вас здесь либо откроется еще один источник прибыли, то есть вы будете получать прибыль, это либо там любимый человек может вас денежкой спонсировать, либо вы благодаря своему какому-то таланту, какой-то своей способности денежку начнете зарабатывать, либо вы найдете действительно дополнительную работу, либо дополнительное какое-то призвание, где вы будете получать денежку такую, знаете, хорошую, курочка, почему не маленькая. Видите, по размеру она такая нормальная. Вы будете получать дополнительные деньги, причем в легкую как-то, да, без особого надрыва. Да. Бывают люди, идут там 2-3 работы, работают одну смену, идут там другую смену, либо там на одной работе оттарабанили, там на другую пошли. Им тяжело, они надрываются. У вас такой ситуации нет. У вас, я вижу, все намного проще будет. То есть вы где-то, например, работаете, либо вы сразу вот сидите дома, да, и 2 дела каких-то делаете. Либо вы сидите дома, вы получаете, например, пенсию, да, еще вам там дети, например, собирают там деньги на то, чтобы вы там что-то себе покупали, делали. То есть там поддержка вам идет. 2 источника у вас денежек идет. Причем один из них, совершенно какой-то для вас вот легкий, да. Либо вы, например, увлекаетесь своим каким-то делом, хобби, да, вяжете красивые носочки. В удовольствие вы их вяжете, да, это вам не напряг, но при этом вам за эти носочки очень хорошо платят, да, либо вы художница, и вы рисуете прекрасные холсты, вы пишете, да, извините, пишете холсты, вы получаете от этого удовольствие, при этом вот вы еще и денежку получаете. Либо вы, я не знаю, там, таролог, да, вы гадаете, вы получаете радость от своего дела, от своего призвания, и при этом вам благодарные клиенты, да, там подарочки дают, либо денежку платят, у кого как. Понимаете, вот здесь очень хорошая ситуация. Здесь вы благодаря себе, причем, вот еще раз говорю, напряга нет, это замечательно. Дальше у вас идет стрела, которая должна быть выпущена. То есть вы долго будете прицеливаться, может быть несколько дней, может быть даже недель. К чему-то вы будете присматриваться, прицеливайтесь. Не страшно, что вы немножечко по времени проиграете. Главное, чтобы вы по качеству, да, вот, чтобы в яблочко попали, да, с 10 из 10 выбили. Не переживайте, если кто-то будет вас подбивать и говорит, давай скорее, скорее, быстрее, не слушайте этого человека, вам нужно время, чтобы действительно сконцентрироваться и правильно пустить свою стрелу. Вот у вас как будто бы нет у вас права, да, вот нет права на ошибку. Никого не слушайте, прицеливайтесь, и вы достигнете своего таргета. Дальше, вот смотрите, человек вам идет, несет вам цветок. Вот видите, вот он человек, и какой один большой красивый цветок вам несет. Но мне эта картиночка говорит о том, здесь человек будет дарить вам подарок, либо цветы принесет, либо действительно признаваться вот в том, что любит, в том, что вы нужны, в том, что вы замечательная подруга, что вы замечательная там, женщина, либо мужчина. Здесь признательные добрые слова и небольшие подарки, цветы. Дальше я вижу у вас высокого человека при высоком положении. И этот человек, он вас как будто вы себе видите на шею садит. То есть в сентябре, вот если вам нужны какие-то, как это правильно сказать, да, высокого чина, звания люди, да, покровители, то в сентябре вы такого человека встретите. Это мужчина высокого роста, худой, и этот мужчина, он как говорится, не в службу, а в дружбу вам будет помогать. Причем будет помогать по службе. Здесь без всяких там благодарностей и прочего-прочего. Человек из человеколюбия, из доброго сердца, из хорошего отношения к вам действительно что-то для вас важное сделает. Мало того, тут такая еще картинка, да, вы у него на шее сидите с таким вот мечом победителя, и этот человек проткнул вот такого вот чертика, да, то есть человек может вас защитить от каких-то неприятностей, от каких-то неправовых ситуаций, которые в вашу сторону направлены, может быть, я не знаю, там выступит за вас при каком-то деле, при каком-то разбирательстве, поручится за вас, либо вмешается, чтобы вам дали слово, либо для вас открылась еще какая-то дополнительная возможность. В любом случае человек, всякую такую нечисть с вашего пути, извините, уберет, да, поможет вам в этом плане. Так, мои дорогие, здесь с этой стороны у нас идет рыбка. Рыбка небольшая, но рыбка достаточно такая приятная. Эта рыбка постоянно к вам заплывает. То есть это какое-то поступление, может быть денег, а может быть и каких-то подарков, не знаю, продуктов, может кто-то что-то вам будет передавать. А просто в таком формате, вот как она выглядит, это больше похоже на
возврат долга, похоже на то, что кто-то, например, там будет с вами делиться своим урожаем, например, с дачи, либо, ну это вы знаете, как, это именно к вам идет, то есть вы за это не платите, вы наоборот это получаете. Может быть, там человек вам долг будет возвращать в несколько этапов, либо там человек вам скажет, ну, у меня там на даче очень всего много, я вот там буду ездить периодически собирать, с тобой буду делиться. То есть рыбка, которая несколько раз к вам заплывает. Дальше у вас здесь бабочка, которая небольшая, но она такая вот легкая. Это какой-то праздник, какое-то мероприятие, может быть танцы, может быть чей-то день рождения, юбилей чей-то, да. Бабочка небольшая, но бабочка говорит о том, что вам очень понравится, и это мероприятие вам надолго запомнится, потому что на этом мероприятии вы как-то особо блеснете своей красотой, своим умом и, ну, будете ловить на себе восхищающиеся взгляды. Вот, надеюсь, правильно сказала. Причем это и для мужчин, и для женщин одинаково идет. Так, здесь у вас самолет вышел. У кого-то, возможно, будет поездка, полет на самолете. Вы будете почему-то переживать, и прям такой страх, да, страх даже не за сам полет, а за процесс этого, нет, неправильно говорю, за подготовку к этому полету, либо когда прилетите, то есть какое-то переживание идет. Вот вы не боитесь в воздухе, да, вы боитесь почему-то на земле, то есть на земле какие-то могут возникнуть проблемы, но я так скажу, что тут вас не накроет проблемами, ну, как бы, да, возможно, какие-то, вот, я не знаю, просто люди чего-то хотят, что-то с вас спрашивают, и вы как будто бы должны, я не знаю, какой-то процесс проходить перед полетом, либо после полета. И вас это реально вот как раздражает. И вы думаете, блин, зачем мне это нужно? Зачем я вообще летела? Либо нужно ли мне вообще лететь? То есть какое-то такое будет немножечко настроение, ну, как подпортят, да, подгадят. Ну, я вам так скажу, что, в принципе, все как-то как будто бы с этим сталкиваются. Это не против вас направлено. Вы даже вот как-то по-легкому еще пройдете. Потом вы узнаете какие-то страшные истории, когда вы просто перекрестите, скажете, слава богу, меня это не коснулось, и я как-то вот в легкую прошла, пролетела. Так, у кого-то погода не будет радовать, кто-то прям на погоду будет злиться. Но, мои дорогие, вот все мы знаем, да, у погоды нет... У природы нет плохой погоды. Это, конечно, мне всегда удивляло это высказывание, потому что я считаю, что это ерунда. Вас я предупреждаю, что вот, ну, у вас просто будет такой вопрос, надо, не надо, погода вот у вас под вопросом будет стоять. И я вам тут в песке говорю, что погода будет плохая. Вот именно для тех, кто подозревает, что все погода подпортит. Решайте сами, делайте сами, но... Я вижу, что настроение будет у вас так не очень, да, к нулю двигаться из-за того, что там дождь пойдет, либо там какое-то похолодание резкое произойдет. Если вы будете решать, ехать, не ехать, то, конечно же, нет. Найдите себя в другом чем-то, да, вот есть более еще какое-то у вас увлечение, либо дело, где вы можете себя применить. Дальше у вас здесь птица, вестник идет издалека. Получите вы важные новости, можете даже документы какие-то получить, разрешения, какие-то, может быть, я не знаю, аппликации придут. Вот что-то когда-то вы что-то где-то подавали, регистрировались, ждали. И вот, наконец-таки, вы дождетесь. И от этого будет большая радость в вашем даже доме, я бы сказала. То есть как-то много людей в этом задействованы. Ну и теперь мы подходим к главному рисунку. Да, вот я его прям на самое вкусненькое оставила на потом. Смотрите, здесь люди, которые друг друга безумно любят. Мало того, они мостик между собой сделали, так они еще и за руки держатся. Если вы в отношениях, в паре, в браке, но ваши отношения какие-то вот, ну, постоянно скользят, да, и вы как будто бы постоянно вот с ровной дороги в пропасть скатываетесь. То есть на ровном месте можете спорить, ругаться, как будто бы холодок между вами, как будто бы отстранение. То сентябрь — это тот месяц, когда вы сойдетесь по любви, по желанию давать и брать любовь, понимаете? Тут воссоединение семьи, здесь воссоединение отношений, здесь именно такая вот добрая, теплая любовная тематика идет. Если же вы хотели в пару, например, да, в пару, в отношения, то здесь вы будете сходиться, съезжаться с кем-то, вот, кто вам симпатичен, либо кто вас добивался долгое время. Но, как говорится, человек вас убедит в том, что именно я тот, кто тебе по судьбе. И вы будете с этим человеком общий дом иметь, да, либо совместное проживание какое-то. В любом случае, вот встречи пойдут. А если мужчина далеко, на расстоянии, ну, как бы тут любовь, да, будете строить планы на совместное будущее. И, возможно, у тех, кто на расстоянии, у вас какая-то встреча будет. Но встреча какая-то, знаете, ну, либо быстрая, либо как-то долго вы к ней будете готовить, и будет казаться, что, ну, прям как-то все быстро прошло, да, вот мало, хотелось бы еще, хотелось бы
прям сходиться. Также этот знак может говорить о том, что кто-то будет заключать брак. Вот прям именно процесс брака. Либо это большая церемония, торжество, либо это просто вот подписание документа, брачного документа, что вы вот теперь официально муж и жена. То есть очень хороший знак. Вот сентябрь именно вот идет любовь. Вот если вы по каким-то причинам этой любви лишены, либо вам ее очень не хватает в жизни, загадывайте на сентябрь. Просто вот смотрите в оба в сентябре и знайте, что ваша жизнь, личная жизнь в сентябре может просто выйти на новый уровень, наладиться, настроиться, и с вами будет тот человек, который действительно искренне вас любит. Этого я вам и желаю. На этом у меня все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.